Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с главой чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухамедом Аманипесовым. Отчет с мероприятия вечером 20 октября опубликовало Госинформагентство Туркменистана. В отчете не говорится, что в стране выявлен хотя бы один случай COVID-19. Однако, в отличие от более ранних официальных сообщений, там не сказано напрямую, что инфекции в стране нет. Отмечается лишь, что проделана комплексная работа по профилактике завоза в нашу страну инфекционных заболеваний. Аманипесов заявил, что граждан, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, якобы вывозили на родину специальными рейсами с первых дней появления инфекционного заболевания. На самом деле рейсы из большинства стран мира организуются с августа, а эпидемия в большинстве стран мира началась в марте. Однако в феврале было организовано несколько рейсов из Китая, границы с которым закрылись в январе. В свою очередь Бердымухамедов сказал, с началом пандемии нами было высказано предположение, которое уже нашло подтверждение в мировых научных кругах, что вирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, но и воздушно-пылевым, что значительно повышает дистанцию заражения. В ходе совещания было объявлено, что Туркменистан в связи с эпидемией направлял лекарственные препараты и медицинские средства в Иран, Афганистан и Россию. В свою очередь, Южная Корея, ОАЭ, Китай, Турция, Королевство Бахрейн и Япония в качестве дружественной помощи прислали в Туркменистан лекарственные и медицинские средства, оборудование, которое применялось для профилактики болезней. В телерепортаже с совещания демонстрировались народные средства для борьбы с коронавирусом, такие как чеснок, лук и различные травы. С самого начала эпидемии в Туркменистане практиковалось окуривание помещений дымом гармалы, могильника. Бердымухамедов является автором многотомного труда «Лекарственные травы Туркменистана», 12-й том которого был выпущен в начале октября 2020 года.